У нас остались за присутствующими какие-то неразобранные схемы. Да. Что у нас осталось? Схема трансляции культуры и деятельности. Давайте там так. Да. Хорошо. Так. Ну, я начну с того, что разделю мир на две части. Мир идей и прочее. Вот. И предложу такую ситуацию, что мы решили построить город. Да? Ну, как-то оградиться от окружающей среды. То есть создать пространство, где все функционировало не так, как оно функционирует вокруг. Володя, давай мы это самое, может быть, по частям. Хорошо? Значит, вот первый шаг, который ты сделал, ты разделил мир на две части. Да. Второй шаг, ты кладешь нечто в одну из частей мира. Да? Шаг совершенно правомочный, но давайте мы уже, поскольку несколько схем прошли, то не будем как бы мучиться, да, там, потом разбирать, а будем по шагам. Здравствуйте. По шагам. Итак, вот всем ли понятно то, что Володя сделал первым шагом? Что это значит и как это вообще надо воспринимать? Вот он сказал очень важные слова. Да? Я разделю мир на две части. Простейшая фраза, вот как мы ее должны понимать. Если это делает, эту фразу говорит или вот делает это действие, да, разделение мира на две части, серьезный, ответственный человек. Нельзя сказать, як ты делишь, не сказавши ничего про деление. Это вы спрашиваете, да? Ну, сражает. Утверждает он. Он приходит и говорит, я делю мир на две части. Вы это слышите? Он вообще имеет на это право? Ну, это его представление. Ну, вроде бы да. Почему нет? Но вот что за этим правом стоит? За этим правом, если мы относимся к нему как к серьезному человеку, который что говорит, то и делает, да, то это значит, мы ему сразу же приписываем, мы восстанавливаем за тем, кто это делает и говорит, некую позицию. Кто может позволить себе разделить мир на две части? По позиции. Я не имею в виду там Щедровицкий, Платон, Ташкевич, Веденин или еще кто-то, да? А по позиции. Ну, стоящие доски там. Ну да, стоящий у доски. Но это на нашем птичьем языке, на нашем методологическом жаргоне. Место у доски дает такое право. А в более широком контексте. Создатель. Ну, Философ. фигура, да, соразмерная создателю. То есть создатель создал этот мир. Да? Приходит человек, который ставит себя в позицию соразмерную создателю. И я хочу на этот мир посмотреть. Кто смотрит на мир? Вот такая метафизическая заход формулировка. Да, это как такой вот метафизический, ну, или в более широком смысле философский подход. Да? То есть сразу после такой фразы, если мы к ней всерьез относимся, мы должны понимать, перед нами философ во всех его разновидностях, может быть. Это может быть метафизик, может быть методолог,
Но это человек, который берется рассуждать о мире. И если он рассуждает о нем ответственно, то значит, он говорит о мире. Значит, ничего за пределами того, что он обозначил миром, нет и не остается. И он своей волею, за которой стоит, соответственно, должен стоять какой-то подход, делит мир на две части. Имеет право разделить на две части, но тогда вопросы к этому действию, к этому шагу первому должны быть соответствующие. Они метафизические, методологические, философские и никак иначе. Не банально обывательские, не предметно там, какие-то исторические и так далее. Да? Потому что, например, если бы историк, там, не знаю, биохимик, микроботаник пришел бы и такое сказал, мы бы возмутились. Должны были бы возмутиться. А здесь мы тогда, за этой фразой, без самоопределения, человек не проводит самоопределение, он не говорит, я сейчас вот становлюсь в позицию философа и начинаю рассуждать. Мы сразу по первой же фразе, она всего лишь одна, должны восстановить это все. Ну и тогда мы можем пошкодничать, пощупать его за вымя, а какой ты философ, там еще что-нибудь такое. Вот. Поерничать, если если у нас есть такие сомнения в его правомерности, пощупали, если все в порядке, то тогда мы должны позволить ему делать уже следующие шаги. Да? Но и относиться всерьез. Так еще и важно, в каком месте он это произносит. Если он Тогда, Николай, что это значит, важно, в каком месте это он произносит? Вот если мы всерьез относимся к тому, что он сказал, так что это за место тогда? На базаре такое можно сказать? Нет, на базаре такое не скажешь. Никто к этому не отнесется. Это все в общем, равно. как-то да. То есть это сразу же характеризует и место. В одной такой фразе, все вот это должно быть нами услышано. Як можна щупати? Стоїть перед тобой человек, незнайомий, з претензіями на філософа. І тобі треба пощупати і розуміти, що треба йти сейчас. Ну так атаки можно начинать, если без подколок там сильных и ерничаний, да? Да мы можем спросить, так ты философ? Ты сейчас будешь разворачивать некий философский дискурс? Да? Ну, что у вас тут есть? Да, сейчас я в позиции философа. В специально организованном месте. А если бы он сказал, понимаете, у меня другое образование. Значит, он Значит, сам как бы, есть. да. Наше прощупывание. Ломается. Да. Так, философия или методолог? Ну вот смотри, было произнесено слово метафизика, да, или методология. В широком смысле мы это называем философией. Методолог это такой философ, и метафизик это такой философ. Метафизику противопоставляется, например, что можно противопоставить метафизику, что не есть метафизика? Нет, практик нет. Может быть обозначен гносеолог, например, или эпистемолог. Антолог. Антолог Метафизик. нет. Антолог нет. Потому что феноменолог, например, да, тоже, да, потому что сама антология, и вот как профессия философская, да, как дисциплина, антолог, да, человек, который занимается антологией, она возникла только после Гуссерля. Потому что метафизика до Гегеля считалась почтенной дисциплиной, и она покрывала все такие вопросы. Как только человек берется рассуждать о мире, он занимается метафизикой. Гегель противопоставил метафизике диалектику. И тогда, значит, если это не метафизик, то тогда диалектик. Да? Гуссерль проделал весьма специфическую такую философскую работу. То есть он восстановил в правах рассуждения о мире, но поскольку делал это он после Гегеля и не мог игнорировать
гегелевское разделение на метафизику и диалектику, да, он сказал, ну, как бы все равно мы о мире должны рассуждать. Пусть не так, как метафизики в противовес диалектикам, да, но в плане онтологии, то есть построения картины мира. Чем отличается в этом смысле онтолог от метафизика? Метафизик шире, наверное, получается. М? Что метафизик шире. Нет, Ну, метафизик мы же предписываем, а онтолог как бы пробует там придумать. ну, типа того. Но там, скорее так скажем, онтолог отличается от метафизика скромностью. Он говорит, метафизик, говорит, вот то, как я говорю, так мир и устроен. А онтолог говорит, я такую картину мира предлагаю. То есть он не станет настаивать, что мир устроен именно так. Понятно? Бо онтолог буде штурховує цей світ і спробує його, ну, так. Он более рефлексивен, так скажем. Рефлексивен, и он более, как бы, более понимающий позиции по отношению к методу. Что я могу? Вот, когда у меня не хватает точно, говорит онтолог, знания о мире, чтобы я мог со всей уверенностью сказать, что то, что я о мире говорю, соответствует тому, что в мире происходит. Но я предлагаю картину мира. Картина мира, она, как это сказать, соразмерна, что ли, миру, да? Она и мир могут быть взаимозаменяемы. Мы говорим мир, имеем в виду картину мира. Мы предлагаем картину мира, имеем в виду, что мир вот так устроен. Но мы помним, что это всего лишь картина мира, а не истинная, как на самом деле. Да? Поэтому, например, метафизики до Гегеля, да и после Гегеля, могли говорить, на самом деле все вот так и так. Онтологи должны запретить, ну если строгие онтологи, должны запретить себе говорить, а на самом деле вот так и так. Да? Это мы делим. В этом смысле абсолютно правильно выразился. Да? Я делю мир на две части. Это я делю мир на две части. Я его разделю. Это не значит, что мир разделен на две части. Да? Чувствуете разницу? Хорошо. Значит, с первым шагом разобрались. Потом он говорит. Что ты говоришь? Ну, я предложил здесь такой модель, что называется «Мы выгораживаемся от внешнего пространства», то есть выгораживаем себе город, чтобы там сделать... Вот уже начинается некорректность. Кто замечает эту некорректность? Ну, про нас говорит, про мы и кого не видит. Ну, я. Про мы, тут, да, я соглашусь, это как это высказывание от первого лица, да? В форме, Ну, скромная. в форме вежливости научной, да? Очень часто в научных, философских текстах, математических особенно текстах, да? Местоимение «я» заменяется местоимением «мы». Но это форма вежливости скорее. В сути дела это не меняет. Да? Это есть высказывание от первого лица. А город? Ну вот теперь смотрите. Он говорит, мы выгораживаем. Выгораживаем где? От чего отгораживаем? От природы, от всего остального. Ну, то есть там в природе есть свои законы, и мы хотим такое место сделать, чтобы там по-другому все образовалось, не так, как мы хотим. Ну это уже странно. Мир-то у нас всего лишь поделен на На две две части. части, да. А в какой из них? Да, но я пока говорю про мир вещей, пространство. Поэтому и надо как-то эти части обозначить. Да. Сначала надо поговорить о том, что уже сделано. Есть одна часть мира, есть другая часть мира. А ты сразу приступаешь к действиям в уже поделенном мире, и еще от чего-то там отгораживаешь. Пощупаю разные фломастеры, чтобы... То есть я хочу сказать,
что если мы внимательно тебя слушаем и всерьез относимся, да, то мы тоже уже философы. И в общем мы в этом смысле на равных с тобой разговариваем. Да? Как только ты поделил мир на две части, мы что понять должны? Ты как-то думаешь о нас вообще? Что мы должны понять из первого твоего шага? Кроме того, что ты философ, и сейчас будешь рассуждать как онтолог или метафизик там, о мире или методолог. Да? Вот. Мы сразу распознаем в этом делении мира уже то, что сделали другие философы. И у нас за этим делением, которое ты произвел, встает целый ряд всяких знаний, соображений. Знаешь, что ты агрессивный идеалист. Своя картина мира. И, естественно, мы не можем позволить тебе нашу картину мира пачкать грязными руками. Природы тут как бы пока не стояло. Вот, и поскольку у нас есть в мире идей, у нас есть идея города, и она лежит в мире идей. Итак, значит, ты разделил мир на две части. Сейчас ты обязан. Так он уже нарисовал и думает, что там выйдет. Ты говори, все, я же спиной сижу, как бы. Не обязан видеть, что ты там рисуешь. Хорошо. Ну, я начал с того, что вот мы... Вот мы к тебе всерьез относимся. Давай относись к нам всерьез. Ты разделил мир на две части. Что мы должны подумать? И мы так и думаем сразу, как только ты разделил мир на две части. Мы говорим, ага, он сейчас будет нам басни Платона рассказывать. Да? Я же говорю, агрессивный идеалист. Ты будешь нам басни Платона рассказывать? Нет. Тогда ты и должен это сделать. Ты должен понять, во-первых, что вот это действие до тебя сделал Платон. Ты фактически повторяешь это действие, да? Но ты не Платон. И мы не должны понимать тебя как Платона. Дай нам возможность понять тебя как тебя, а не как Платона. То есть ты как-то должен охарактеризовать эти две части мира не так, как у Платона. Дать нам основания относиться к этим частям мира как-то иначе. Хорошо. Тогда это будет два мира. Один мир будет миром норм, а другой мир будет миром социальных реализаций. Угу. Понятно ли, что сейчас сказано? Непонятно. Если честно, я вот опоздала, и я не улавливаю, о чем. Так, а ты опоздала буквально на одну фразу. Я делю мир на две части. Да. После этого он начал город там какой-то рисовать. Просто это какая-то Город-городик. схема или... Да. Да, он начинает строить схему воспроизводства деятельности трансформации. Ну, теперь уже Нет. больше. Проблема в том, что знаем схему. Знаем схему. Ну, схему-то знаем, но мы пытаемся работать со схематизацией. Да? Строить схемы и читать схемы. И вот если он характеризует мир, разделенный на две части, таким образом. Причем нижний мир, да, который вот там, под чертой, он характеризует как мир социальной реализации. Это что означает? Вот у Платона не было такой характеристики мира. Когда он делил мир, он как-то иначе его делил. Он делил мир на мир идей и мир вещей. Да? Соответственно, ставя во взаимооднозначное соответствие. Мир, вещи и идеи. Есть вещи, есть идеи этих вещей. Есть идеи и их воплощение в вещах. Да? А здесь что?
Тут тогда нужно пояснение, мне кажется, это Да. совершенно разное. Тут нужно чем пояснение, вещи. конечно. Вообще, Да, совсем конечно. Может начать историю с того, что люди встретились и решили оградить себе пространство от окружающей среды. Ты поясни. Это басня. Люди встретили. Это будет такое, знаешь, голсовское рассуждение. Встретились, заключили общественный договор. Что было до того, как заключили? А была война всех против всех. Все ели друг друга. Потом договорились не есть друг друга. Мифология и басня. Есть предложение по выходу из этой ситуации? Надо было наполнить смыслом, то есть каждое из пространств, то есть обозначить не только название, но и каким-то содержанием. То есть, ну, дать характеристику пространства прежде туда, чем туда что-то помещать. Человечек. Ну, в мире норм, пространство норм лежат. Нормы, образцы, Ты вот идеальные. опять рисуешь, а нам еще непонятно вообще, чего ты можешь и чего не можешь нарисовать в этих мирах. Мы по-прежнему еще находимся в плену платоновского идеализма. Правда, ты уже как бы нарушил дисциплину рассуждения и упомянул какой-то город. Была философско-богословская конструкция в точности, напоминающая платоновскую, но ее строил Августин Аврелий в IV-V веке нашей эры. Он ее строил таким образом, что мир делится на две части, и эти части он наименовал следующим образом. Град Божий, град земной. Град или город? Да? Ага, говорим мы. Мы же философы. Не абы кто. Слушая тебя, ты заговорил про город, мы тогда отодвинули Платона и начинаем думать в терминах Августина Блаженного. Или Августина Аврелия. Ага, сейчас нам начнут богословские басни. Это уже будут не платоновские басни, а богословские. Да? Град земной, чтобы его создать. Не торопись, никуда. Ты понимаешь, в какой мы ситуации находимся? Мы же вводим схему философов, которые все грамотные, ну, по-своему, хотя бы на уровне средней школы, там, первого курса института учили всю эту байку. Да? Поэтому понимают все с точностью до того, как выучили когда-то. Отсюда нельзя торопиться, надо вообще как-то апеллировать к тому, что люди знают. Я бы в этом месте сказал, ну вот, ребят, если вы мне позволили разделить мир на две части, то вы, наверное, помните, и тут бы упомянул Платона, да, сказал бы, ну я не Платон. Я бы упомянул Августина Аврелия, сказал бы, ну я не Августин Аврелий. Понимаете, мне надо с вами наполнить, так, чтобы мы понимали, да, наполнить каким-то смыслом и содержанием эти две части мира. Ну а как это сделать, если мы подвязались на метафизику или онтологию или методологию, да? То есть на очень высокий уровень обсуждений. Тогда я говорю, ага, Платон не различал мир природы, социальности, антропологический мир и так далее, и так далее. Все, что есть в мире, он делил на эти части. Да? Идея есть у всего. У камня, у стула, у города, у государства и так далее. Да? Августин Блаженный, когда стал строить свою модель, опираясь на модель мира Платона, он сказал, и меня камни, животные мало интересуют.
Меня интересует мир людей. Мир людей, и в этом смысле я, принимая модель в самом общем виде, модель Платона, двухчастного мира, да, я буду говорить не о букашках, не о минералогии там, и так далее. Да? Я буду говорить о церкви. Церковь есть подобие небесного устройства, того, которое Платон поместил в мире идей. Тогда как бы подобие тому устройству церкви в небесах в нашем мире ему соответствует, ну, вот, как бы организованная нами церковь, град земной. Мы же будем говорить с вами не про град земной, не про теологию и так далее. Мы не будем рассуждать про то, а кто создал этот мир из двух частей. Ну или так, как в соответствии с нашей моделью. Мы будем говорить о социальном измерении мира. Да? Поэтому меня не интересует стульность, лошадность платоновская и так далее. Да? Меня не интересует сейчас напрямую онтология или метафизика платоновского мира. Меня сейчас интересует несколько иное. Да? И вот про иное ты начинаешь рассказывать. Да? Я начинаю рассуждать с мира социальных реализаций. Да? Да. Мир социальных реализаций включает в себя природный мир. Почему? Город стоит на чем? На свислочи. Ну, в смысле, физические законы на него действуют, конечно. Да, но они не являются предметом нашего интереса. Да? То есть ты вводишь рамки какие-то. Конечно, здесь и природный мир тоже, но меня интересует то, как люди живут в этом пространстве. Да? До этого места мы дошли, понимаем, чего пока говорит Сташкевич? Или нет? Ты чем-то недоволен? Довольно? Ну, мне кажется, что этот ваш последний пассаж был не очень понятен, что нужно было сделать. Ну, насколько я поняла, что нужно было определить, как бы, вот это, ну, не знаю, это как назвать, рамки или область, Да, о которой ты да. говоришь. Вот, Если ну, в этом Платон смысле- говорил обо всем мире, Августин Блаженный, там, Не, вот смотрите. Нет, то есть Платон может- говорил обо всем мире, и мы не отказываемся от того, что Платон говорил. Мы ведь его модель двухчастного мира принимаем. Ну, вот в этом смысле, ведь чем отличается там, Платон, Августин Блаженный и Владимир Тут? Тем, что перед каждым из них стояли разные задачи. Да. И в этом смысле определение твоей задачи, а что как бы, в каком там ракурсе ты, собственно говоря, будешь этот мир рассматривать, да, это, ну, как бы, это тогда определяет или может позволить тебе определить природу этих двух частей. Ну, из чего она состоит, что туда помещать и так далее. В этом смысле это второй раз самоопределение, ну, уже не в смысле там, кто ты философ, методолог, а, ну, собственно, твоя задача уже в рамках того, что ты делаешь. Для чего вообще тебе все это нужно? Ну, в смысле, зачем тебе эта схема? Чтобы что объяснить или чтобы что сделать? И тогда будет понятно, ну, как бы, на чем ты можешь дальше разворачиваться. Да. И вот давайте порассуждаем. Значит, мы уже понимаем, что Владимир не Платон и не Августин. Да? Я ему помог сказать. Итак, у нас есть нечто общее у Платона, Августина и Сташкевича, да? И это общее является двухчастностью мира. Да? Мир разделен на две части. Мы затрудняемся сейчас обозначить, что в каком мире находится. Ну, понятно, что мы не будем рассуждать как Платон, Сташкевич не Платон. Не будем рассуждать как Августин, Сташкевич не Августин. Они говорят, все решали разные задачи. Решали разные задачи, но на одной и той же модели. Ну, в общей, В да. основе лежит одна и та же модель, простейшая. И нам надо зафиксировать то общее, что есть во всех трех моделях, чтобы больше к этому не возвращаться. А потом дальше ограничить себя своей задачей, своими рамками и уже двигаться дальше. Ну да. Ну и здесь это общее, это то, что мир разделен на две части. Это
идеальные объекты и остальное. Ну, Платон так это назвал идеальными объектами, миром Ну, то, что идей и портится, да. О, и надо задать неравенство этих частей, что они не одинаковые. А это не одинаковость задавалась и Платоном, и Августином, и нам надо задать неодинаковость этих пространств сначала, прежде чем что-то класть в каждое из пространств. Так вот, чем они отличаются, эти две части мира? В идеальной части там вещи не портятся. Ну, то есть, все не портится. То есть, если стул может сломаться, то идея стула, она живет. Отлично. Я бы сказала, что там нет времени, а внизу есть, Тоже хорошо. например. Тоже хорошо. Но я бы еще проще сказал, что верх, то, что наверху в этом мире, это образец для мира, который внизу. Мир внизу построен по подобию верхнего мира, но не наоборот. Вот эти проще, это сложнее, вы уже отношения задаете. Да. И это отношение различает эти миры. Я не кладу еще ничего в эти миры. Причем, посмотрите, от того, что Володя сюда нарисовал вот такую штучку в этом самом неравностороннем четырехугольнике. Что-то меняется с Платоном. Вот Платон сюда клал идею. Августин Блаженный сюда клал град Божий. А он кладет норму. Это что-то значит? Тебе важно, что ты вот кладешь именно норму? Можно назвать это идеей? Ну, это более широкая категория, она включает в себя и идеи, и прототипы. Ну так, да, тогда это надо все оговаривать. Тогда это надо все оговаривать. И это оговаривание как раз, я не знаю, Таня, сложно или не сложно, но оно и как это и звучит, что неодинаковость этих миров заключается в том, что один мир – это мир некой истины, там, некой этой самой неизменности там, и так далее, да, по образцу которого может быть построен другая часть мира. Мир образцов и мир реализации. Ну, так, на несколько шагов вперед делаете. Ну, Почему? связь между мирами ставите, взаимоотношения. Да. Ну, И это важнее, чем то, что класть туда. Вот Платон сразу клал туда идеи. И дальше работал с идеями. Он как бы метафизик, он работает с идеями. Августин работает с богословием. Еще как. Там мы с чем работаем. Мы работаем с отношением. Отношением подобия. Отношением как бы влияния, что на что влияет. ну, тогда вот если действительно вот это отношение делать, как бы, ну, скажем, следующим шагом после разделения миров, Да. то тогда получается первый элемент, который добавить, это стрелка. Ну, которая, ну, типа, связывает, что... Да. И кладем именно вот это отношение, что из этого мира на этот мир можно влиять, а наоборот нет. Хорошо, а вот с точки зрения, скажем, альтернативного введения схемы, можно ли было бы сделать такой шаг? Сказать, что эти миры отличаются переводы элементов, которые в них содержатся. Можно, да. И потом сделать такое, вот я положу сюда один элемент, и он как бы характеризует вот, ну, природу всех остальных, а сюда другой элемент. Можно. Такой ход возможен, но он, это немножко разные методологические ходы. Да? Вот я предложил формальный ход, а ты немножко содержательный ход. Потому что как только ты заговорил о природе миров, ну и это уже как это, знаешь, следующая метафизика.
помните доклад Боярина на последней конференции? И помните, как я выступал с критикой его, да? Я говорю, смотрите, как метафизик работает. Он говорит, это есть это есть это есть это. Да? То есть полагание на полагание, это самое, такая эскалация полагания. И тогда мы можем вообще бесконечно полагать и оторваться от мира целиком. Ну, это... Построить совершенно непротиворечивую картинку, да, которая ничего общего не будет иметь с тем миром, в котором мы живем. Ну да, но последним шагом должно быть все-таки соотнесение. Вот если мы не просто метафизику, а, как говорится, модель мира строим, то потом должны доказать ее адекватность. Конечно. И употребимость для наших целей. Конечно. И в этом смысле, если мы должны, это уже задача. Да? То есть, смотрите, вышел пока неразличимый для нас метафизик, онтолог, методолог. Да? Мы еще не знаем, кто это. Но мы уже знаем, что это вот философ, который будет заниматься тем, что он нам объяснит устройство мира. Да? На картине мира, которую он нарисует. Мы к нему так и относимся. Теперь Водолажский сказал очень важную вещь. Задача должна быть. То есть, когда он это сделал, перед тем, как он начнет городить дальше, если метафизик, а кто такой метафизик? Он вынимает субъекта, отделяет субъекта от объекта и обсуждает объект вне зависимости от субъекта. Вот онтолог по Гуссерлю и методолог по Щедровицкому и по мне, да, так позволить себе не может поступать. Он положил мир в виде модели. Модель он позаимствовал из классики философской, от Платона и Августина. Да. В этом смысле продемонстрировал на коротком разворачивании, да, им свое право это делать. Теперь он должен себя обозначить для вас, что он не метафизик. Потому что Гегель настолько отругал метафизиков, и вполне справедливо, да, что они, в общем, городят, какую-то там фигню, да, все что угодно можно нагородить. Что Земля похожа на пень будет, там, ну и так далее. Да. Нет, нас интересует. Он говорит, теперь, чтобы нас интересует, надо себя предъявить. Себя. У меня задача есть. Или там, передо мной стоит задача. Или давайте мы вместе поставим задачу. И ты совершенно правильно отметил. Как бы в наше время без исследований не обойтись. Эта модель нам нужна, чтобы познавать мир. Не просто вот рассказать, как он устроен, чтобы его познавать. И чтобы его познавать, мы не должны торопиться наполнять содержанием эти миры. Как только мы начинаем наполнять содержанием эти миры, мы сразу скатываемся в метафизику. А вот если мы отношения между ними задаем, пока бессодержательные, тогда другое дело. Если мы говорим, этот мир может влиять на этот мир, только после этого мы можем спросить себя, а как же они тогда могут быть устроены? Чтобы один на другой мог влиять, а наоборот нет. И вот тут уже встает вопрос о природе. Значит, они разной природы. А не до того. Хотя твой путь еще возможен, потому что еще возможности метафизики как бы на этом шаге еще не исчерпаны. Теперь, как бы отношения мы уже задали. Это мы сейчас обсудили, но отношения мы задали. Уже стрелочка у нас есть. У нас есть черта, разделяющая мир на две части, и есть стрелочка. Пока вот про это забудем. Это надо еще ввести. Итак, мы ввели двухчастную модель мира и отношения между этими мирами. Отношения по системе Ниппель, да? Сюда дуй, отсюда нельзя. Угу. Да. И как же они должны быть устроены тогда, чтобы так, вот этот мир мог влиять на этот, а этот наоборот нет? Ну, значит, в этом мире записаны, сохранены, да, не портящиеся образцы, эталоны, которые реализуются в этом мире, но не наоборот. Угу. Тогда этот мир неизменных
образцов, а это копии. Да? Ну или того, что по этим образцам делается, организуется, строится и так далее. Да, как пише, деньги печатает. Да. Так понятно? Понятно. Но из этого уже можно рассуждать о природе. Природе миров. И вот одну из характеристик природы миров, да, Сташкевич и Водолазская по-разному обозначили. Да. Здесь ничего не портится. А Таня говорит, здесь времени нет. Образцы мы вынимаем из времени. Да? И именно поэтому, если двухчастная модель мира Платона может быть нами сегодня употреблена, то она остается такой же, как у Платона. Сама по себе двухчастная модель есть норма, мы ее можем брать и пользоваться сегодня так же, как ею пользовался когда-то Платон. Я уже забежал вперед и фактически уже ввел две ситуации. Это преждевременная штука. До этого момента дошли, понятно? Короче, там внутри месяца не портится. Это где-то вообще как-то Ну, попахивание как бытовухой. Стержение попахивая бытовухой. Ну, я почему? Метафора. Почему Что это значит? Ну, это значит, например, что, скажем, объекты математики. Да. Да? Треугольник. Вот треугольник, скажем, ну вот в строении стула мы можем выделить треугольник. Мы можем сломать стул. Треугольник разрушится. Который в стуле был, который мы обнаружили. А сам треугольник. Можете сломать треугольник? Портится. Ну, или вот есть уравнение. 2 плюс 2 равно 4. Да? Ребенок может допустить ошибку. Дважды 2 там равно 5, или сколько-нибудь, или 3. Там, да? Ну, его быстро научают. Дважды 2 4 начинает отскакивать от зубов. А вот уже 248 плюс там, 456, вот сложнее. Надо вычислить, да? И люди могут допускать ошибку в таких вычислениях, особенно если вычисления сложные. Да? Ошибку-то они вычисляют. И сколько угодно в этом мире они могут допускать ошибок. Но есть правильный ответ. И он не зависит от того, кто это делает. Да? Света это делает или Володя это делает. Вот в этом смысле. Никакой бытовухи и мистики никакой. Понятная вещь. Или еще вот как это, метр, да? Да, я вот тоже. Давай отмерим метр. Это метр? Ну, где-то там, да? Если ты станешь в раскорячку. Вот. Типа метр. Типа. Ну, У нас одинаковый метр? наверное, не совсем. Есть. Есть в мире эталон, да, который не зависит от того, вот вытянулась кость у Светы или у меня скукожилась, например, да. Да, то есть идея метра, она живет здесь. Но здесь есть принципиально Практически разные... не изменяющаяся с часом. А? Не портящаяся, а какая изменяется с часом и от неких знающих умов. А нет. существует. А нет. Это вообще... Почему Таня добавила? Там вообще нет времени. Не должно быть времени. Как только мы время хоть чуть-чуть допускаем, это означает, что мы законсервировали. Или не часом мы не можем никакие экзекуции робить за этим предметом. Точно. Потому он и не портится. Так значит, мы не можем сказать, что мы не можем вообще применить функцию там, псования до того, где мы не можем никакие там речи робить. Да, не можем. Но это у нас вот это самое Они не портятся не потому, что катафатическое. мы их там не портим, Да. а потому что они не портятся в принципе.
Ну, как. Нет, ну вот как с эталоном метра. Тут вот уместно было бы рассказать эту басню про эталон метра, да? Ну, про то, что здесь, ну, есть идея метра, да, но есть реализация этой идеи, которая там хранится, например, в палате мер весов, да. Там хранится Там- метр. Какое-то время он хранился, там просто лежал, да, предмет. Потом появилась другая социальная реализация, и этот метр, идею этого метра стали по-другому храниться. Из-под него там выкачали воздух, поставили там температуру, и он как бы стал, ну, лучше храниться. Это была та же идея метра, но социальная реализация другая. Ну там что вот в этом месте важно, да? Там просто замедлили порчу этого эталона. Как? Но вот эта вещь, она все равно портится. Ну, может быть, только как это, не в течение там нескольких часов, дней, там, даже столетий, может быть, она может лежать, то есть она под колпаком, в вакууме и при этой стабильной температуре, да? Ну, хрен его знает. Поэтому стали придумывать более независимый от времени эталон. Это длина океана, да? Потом поняли, что Земля дышит, и поэтому это тоже неприменимо. Но клипсуец не изменяется. А? Клипсуец не изменяется по-простому. Вот любой воплощенный эталон, он здесь. Как бы мы его не оберегали от порчи, он будет портиться. Все, что может испортиться, портится. А здесь то, что не может испортиться. То есть идея метра. Так вот не портится, не изменяется, это то есть нет? Да? Все, что меняется, это значит, оно портится. Ну или улучшается. Что такое улучшается, да, в этом смысле? Отличается от эталона. Это фактично это опирается к порче, это фактично такая речевая все-таки, ну, пояснительная конструкция, а не Да. философская. Но теперь смотри, нам же почему важно про это порассуждать? Чтобы уйти от метафизики. Вот то, что мы рассуждаем сейчас, это о природе вещей, да? Мы рассуждаем про метафизику. Отлично. И поэтому Володя, как методолог, потому что на самом деле тут уже пора отходить от этих метафизиков и онтологов, да? Он говорит, давайте уберем всю мистику и все вот эти вот попытки из там, потолка или из пальца высосать то, как устроен мир. Да? Давайте возьмем более простые вещи. Давайте вот здесь мы рассмотрим не эталон метра. Про эталон метра вы схватили, да, что с ним происходит. Даже длина волны, чего там, водорода или гелия, там, я не помню, да? Гелия. Гелия. Да. Хрен его знает. В расширяющейся вселенной, может быть, и эта штука портится, как бы, да? Мы не можем поручиться. Тогда отлично. А давайте мы покладем сюда что-нибудь более адекватное. Ну, например, 220 вольт напряжение в сети. Так оно тоже не ровно 220. Ну, это же примерный ток там. Вот смотрите, в любой конкретной сети напряжение может скакать. Но мы-то знаем, что оно должно быть 220. И все скачки возводим к 220. Оно раз упало до 211, мы назад. Ну да, это же действительно значение. Корень из 2 умножить на максимум амплитуды. Итак, сейчас смотрите, что значит 220 не портится? В любой сети он может испортиться. Но мы сделаем его неизменным, эталонным, к которому постоянно возвращаем все скачки напряжения. При этом оно не портится и не улучшается. Потому что если бы 125 вольт было лучше, чем 120, вот не могли сказать при скачке напряжения в сети до 125 вольт, что оно ухудшилось. Но дело в том, что как бы, если оно отклоняется от 220, это все здесь. Да? Вот это все здесь. А 220 это идея. Так должно быть. И все. Поэтому мы точно знаем, приходя с этим самым зарядником, мы втыркаем его в розетку, и переходник превращает его в 12 вольт, нам как бы, да, и так далее. Если там будут скачки, этот переходник может сгореть. И так далее, да? Ну так в этом мире все портится. Здесь да.
Оно испортилось, сгорело, мы восстановили дом заново, проложили новую проводку и так далее. Сколько там будет напряжения? Правильно, 220. То же самое у меня давление. Ну, должно быть 120 на 80. А оно падло туда, сюда, и так далее. Но я-то знаю, есть норма. И эта норма, обратите внимание, никогда не встречается здесь. Но по отношению к ней я всегда говорю о том, здоров я или болен. Я сравниваю это с нормой. Именно поэтому сюда рисуется норма, а не идея платоновская. Но мы еще не рисуем норму, потому что у Сташкевича была совершенно другая идея, и мы должны позволить ее доработать ему. Он начал отсюда, а не отсюда. Пока мы не знаем про природу, мы знаем только про отношения этих миров, да? И мы схватили, в чем это отношение состоит. Да? Этот мир на этот влияет. Но Сташкевич решил начать с этого мира, влияемого. Ну, я вот уже подумал про метр, например, на нем дальше развиваться. Я уже подумал, что лучше буду на примере метра. На метр. Ну, про метр мы уже поговорили. Это все были пока рассуждения для достижения взаимопонимания. К схеме-то они не имеют прямого отношения. Да? На схеме пока все, что у нас есть, это две черты. Одна без стрелочки делит мир на две части, вторая стрелочка. Она однонаправленно обозначает влияние одного мира на другой, с утверждением, что обратное, вообще говоря, неверно. Да? Вот все, что у нас есть. Про метр мы уже можем забыть. Это вот кто-то ходит на мои понедельнические лекции. Последняя лекция была таким эйфорическим, выпрыском моим в поэзию. Потому что, когда я по традиции своей спросил, есть ли вопросы, замечания с предыдущих лекций, кто-то мне начинает рассказывать про то, что, а можно Минск город представить, як это он сказал правильно? Хворы на вёску. Что Минск это город, які хворы на вёску. Я впал куда-то в такой поэзии. Ну и дальше понеслась. Да? Ну тогда я и начал ему объяснять, что, понимаете, я-то про Минск вообще ничего не говорил в лекции. Это был пример типа метра, хранящегося в Парижской палате мера весов. Вы понимаете? Мы говорим сейчас про что? Вот смотрите, блин, вот это то, что сейчас есть на доске. Еще раз. На доске у нас пока введенного есть вот что. Вот все. Больше у нас на доске ничего пока нет. Но обратите внимание, это очень глубокая мысль. Это страшно большое содержание. Это надо понять и принять. И мы точно знаем, что ни хрена про природу мира верхнего, града Божьего, платоновских идей мы ни хрена пока не знаем. Про это мы тоже ни хрена не знаем. Поэтому, когда говорят город, куда мы должны город класть? Или еще что-нибудь, метр. Уже с метром разобрались, как бы для того, чтобы понять отношения между двумя мирами. Теперь Сташкевич становится на первое место. Это модель мира в самом общем виде. Чтобы дальше с этой моделью что-то делать, надо себя обозначить. Задачу поставить. Ну, задача вывести схему. Это ученическая задача. Да. Хорошо, описать. Это ученическая задача. А ты учишься строить схему, а схему строят методологи, а не ученики. Ученикам, двойки ставят.
учишься строить схему, значит, ты должен вести себя как методолог. И так далее. Вот модель мы ввели, простейшую. Теперь будем ее для чего-то использовать. Для чего? Для воспроизводства деятельности. И вот теперь надо обозначить свою задачу в каких-то формах. Итак, мы не будем рассуждать как Платон о физике с помощью этой модели. Мы не будем обосновывать претензии Августина Блаженного на то, чтобы навязать свои воззрения церкви католической. Мы этим заниматься не будем. А чем мы будем заниматься? Мы через эту схему попробуем понять культуру в ее функционировании. Как вообще культура работает? Ну или деятельность. Как устроена деятельность? Мы ведь делаем что-то всегда в том мире, который портится. Да, апеллируем Но апеллируем всегда к чему-то, да, что, в общем, у нас может что-то в деятельности не получаться. И мы тогда переделываем. Что мы переделываем? Как мы переделываем? Смотрим на эталон. Ну вот уже как бы, да, что-то появляется. Итак, ты самоопределился, ввел модель, самоопределился. И вот теперь ты можешь наполнять с полным правом, наполнять эту схему чем-то. Деятельность, а здесь культура. Ну, вот, смотрите, вот он так сказал, да? Давайте, вот, следя за высказыванием. Мы пропустим такое высказывание? А про нечего. А что вам мешает в этом высказывании? Нормальная культура. Ну, это значит принять, что между культурой и деятельностью такие же отношения, как мы уже ввели. То есть? Ну, мы уже пытаемся натянуть эту конструкцию на... Ну, предположим даже, вот ты сейчас как бы на самом деле знаешь схему воспроизводства деятельности, трансляции культуры, да? А что в этой схеме воспроизводства деятельности и трансляции культуры называется культурой? Связка нормы и реализации. Но она же касается обоих частей мира. Да, ну сразу, нельзя сказать, что он... И деятельность касается обоих частей мира. И даже на том примере, когда мы сейчас вот с Володей обсуждали, да, когда мы что-то делаем, мы ошибаемся, портим и так далее, но возвращаемся к эталону, к замыслу там, и так далее, да, к чему-то неизменному. То есть и деятельность включает обе части мира. То есть мы должны задавать оба этих вещи, это они задачи. Сейчас я попробую, говорит Сташкевич, попробую на этой модели, а вы помните, она на том листе нарисована, да? На этой модели разобраться с деятельностью, с культурой и так далее. И вот начинаем разбираться с деятельностью. Ты хочешь начать разбираться с нижней? Не, лучше сверху. Уже лучше с верхней. Ну ладно. Ну, про нормы, идеи, образцы. Все это транслируется. Ну, уже не так, Володя. Поскольку мы договорились с тобой и вот вместе, да, решили, что там, в той части мира, которая лежит вверху черты, да, там вещи остаются неизменными. Да? Ты договоришься. Давай назовем. Не транслируется. Транслируется это метафизическое высказывание. Давай будем корректными. Они не меняются. Да? Но не меняются, это что значит? Вот любое изменение уже вводит время, да? Каким-то образом. А они там как бы без времени. Вот назовем вот это то, что происходит с тем, что живет в верхней части мира, трансляцией. Да.
есть не меняется, просто транслируется в неизменном. В неизменном виде оно как-то вот транслируется. И тут тоже требует пояснений, ну хотя бы на примерах каких-то, чтобы... Но это мы назовем. То, что происходит с вещами верхней части мира, назовем трансляцией. Трансляцией, то есть, ну как это, в неизменном состоянии, переходящим туда-сюда, да? Вот мы можем стих записать, прочесть стих, да, каким-то образом. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Потом мы то же самое можем записать буквами. Стих-то от этого не изменится. И тут треба значить, що трансляція говорить про трансляцію може тільки ось з нижньої частки. Ну, тобто, це фактично, ну, так само про отношення між учасниками. Тобто, коли ти знаходишся ось у верхній частці, то там ніякої трансляції, в принципі, не існує. В принципе, да. Ну, да. В принципе, Трансляция існує тільки відносно низу. Ну, розглядження верху відносно низу. Время течет внизу. А как мы время в этом месте задаем? Именно тем, что что-то меняется, портится или улучшается, но меняется, главное, да? Там ничего не меняется. Но если здесь меняется, то мы как-то должны отнестись к этому. Как-то отнестись. И вот это назовем, вот это, говорит он, трансляцией. А трансляция это означает, что мы можем даже как это, переписывать одно другое, там, или оно переписывается, там еще что-то такое. Но вот то, что не меняется, то и есть находящееся в отношении трансляции. Хотели сказать про, ну, вот схему. Правильно я разумею, что когда мы фактично вводим, ну, не метафизичную, это метафоричную схему, то вельми важно, якби, ну, конкретні приклади, на такий ключовий ход, там ці пояснительні. Нет, приклади не вельми істотні. Приклади потрібні тільки для того, щоб схватити відносини, щоб схватити форму. Ну, да, так я ж кажу, то про чого. Тобто, коли ми працюємо з аудиторією, то приклади, вони, в принципі, ну, з них тяжко вийти, да, корисними. Ну да, да. Но для розуміння. А можна гэта разглядаць як вейсманізм арганізм? Зверху бессмертные гены, а знизу их реализация. Добро, только Леонид, не спешайтесь. Да? Можно, а лишь, ну скажем так, задним ходом, да? Уподобляючи эту схему схеме генетиков. Это потым, коли была побудована эта схема, да, усведомили, что они подобны одна на одну, а по походженню розные. И таким чином трансляцию можно для верхней частки не прикладывать, и это понятно. Лепш там было бы сказать им некая упорадоченная сукупность. Ну, линейная там. Просто и узоры снуете. Редупликация цепочек ДНК в процессе митоза, да? Не, это я есть сказал более про эту схему трансляции культуры. Я это имел на увазе хутчэй не беспанізм организм, а то, что казалось про тыя узоры, что в верхней части, и то, что там нема часу. Коли нема часу, там нема змены поколения, Да. есть только последовательность. Да, да. Нельзя сказать, что мы порядковыми. Ну, это будет заучасно, да? Не треба поколь спешаться. Это когда методологичной инженерии подумать. Но мы уже пошли фантазировать. На чем мы остановились? Потому что здесь нет времени. Ну, это уже вы поняли. Трансляция. Да. Мы назвали бытие того, что там есть, да, трансляцией. Да.
Я просто подумал, что необходимость в этой трансляции, получается, задается тем, что есть вторая ситуация, да? Тем, что метр до этого лежал в палате меры весов, а потом стал частью длинной волны. Да. То есть одно без другого не существует, поэтому мы не можем отдельно рассматривать эти две части мира. Они постоянно находятся во взаимодействии. Поэтому мы и должны были их отношения обозначить. Ну вот, ситуация 1 метр в палате, ситуация 2 метра на длинную часть длинной волны. Да. Что-то в этом мире меняется, но меняется всегда в одной части, а в другой ничего не меняется. Вот, но при том, что мы пытаемся сделать эталон метра на Земле, да, ну, который портится, который во времени лежит, мы всегда апеллируем к тому неизменному эталону из мира норм. И именно ориентируясь на него делаем. Почему ты нарисовал еще одно n, если как бы, у нас тот же метод, который рисуется? Почему он не с первой был нормы? Ты нарисовал стрелочку и ситуацию 2. Ну, потому что это отношение к трансляции. То есть норма тоже меняется? Нет. Зачем Если она меняется, то норма. Так, вот Николай, между прочим, правильно спрашивает. Ну, то есть, в нужном месте спрашивает, да, но насколько правильно, надо уточнять. И, значит, Евгений, розумієш, что починаючи з некого моменту, методология начинает проявляться только у докладным правильным мовленням. Ось тут зараз питання повстає поміж там, навошта тоді дві норми тут, так? А про это покуль не повстає питання. Тут все меняется, да? Тому мы вот в этом позначили то, что что-то изменилось. Что-то изменилось, и от того, что тут что-то изменилось, а тут ничего не изменилось, мы разумеем, тут и все покоится в неизменном выгляде. Далее. Мы можем спросить, на самом деле, вот как только возник этот самый вопрос, да, у Николая, вообще, а вот это что такое? И здесь очень важна форма говорения, грамматика и синтаксис того, как мы про это начинаем говорить. Если мы скажем, норма – это то, что транслируется, это будет неправда. Норма, если мы скажем, это то, что транслируется и реализуется, это тоже будет неправда. Правдой будет правильно сказать методологически. То, что транслируется и реализуется, это норма. Вы чувствуете разницу? Норма – это то-то и то-то. Да? Или то, что вот есть то или другое, да, вот это и есть норма. Тогда нечто, что существует одновременно в двух отношениях. В отношении неизменности, которую мы назвали трансляцией, да, и в отношении реализации, то есть неизменное реализуется в изменчивом, проявляется в изменчивом. Да? Это будет искомая нами организованность или объект, да, находящийся в верхней части нашей модели. Да, а как устроена эта трансляция? Сейчас. Пока давайте поймем вот про это. Понимаете, вот почему методологи не любят определений. Да. Но, тем не менее, методологи всегда категоричны в своих высказываниях. Мы знаем про норму. И норма не определяется, вот как в словарях, что норма это то-то и то-то. Да? А наоборот.
из схемы вот это было пустое место у нас. Николай преждевременно тут нарисовал норму. А норма появляется генетически во введении схемы таким образом, что вот если тут течет время, да, течет и все меняется. Меняется в соответствии с тем, как мы соотносим это с влиянием вот этой части мира на эту часть мира. Да? Мы эту стрелочку влияния обозначили. Да? В соответствии с тем, что все меняется в этом мире, здесь ничего не меняется. Вот здесь как бы течет время, а здесь ничего не меняется. Что значит ничего не меняется? Это означает, что то, что было, то и остается неизменным. Но мои скудные графические средства, ну, в смысле выражения на доске, да, они, в общем, не позволяют все красоты как бы использовать. Поэтому вот эта стрелочка означает неизменность. Мы дублируем при этом. Ну, Ты как бы, дубляешь того, что... Да, не дублируем, это обозначение неизменности. Теперь смотри, но вот эту вот трансляцию, которую мы обозначили, вот эту неизменность, да, она почему появляется? Потому что некая, ну, вот эта вот стрелочка, которую мы обозначили, что этот мир по подобию этого строится, да, зависит от него. И вот нечто, что там существует в этом мире, реализуется в этом мире. Да? И вот мы назовем эту ситуацию, где вот это реализовалось, ситуация 1. Течет время, ситуация меняется. Да? Стала ситуация 2. Ситуация 2, опять же, она же зависит от того, что там. Да? Зависит от того, что там. Мы взяли опять неизменную норму и реализовали ее здесь. Неизменную. А ту или другую, хрен его знает. Но мы неизменную норму вот этого мира взяли сюда. Тогда вот это отношение реализации нормы в одной ситуации, в другой, там, где меняется это самое, да? А вот здесь вот эта штука, как бы, находится в отношении трансляции. Ну, со штрихом оно потому что, как бы, это уже надо разбираться исследовательским образом и анализировать, исследовать схему. Вот мы ее фактически теперь нарисовали. А? Теперь ее надо исследовать, что это означает, потому что пока у нас была только простейшая схема, она была очень богата на содержание, но там мало что можно было исследовать. А вот если мы теперь понимаем, ага, вот здесь время не меняется, не течет, да, и эти вещи не меняются здесь никак. Да? И мы это знаем. Мы уже это положили, обсудили там и так далее. Здесь все меняется. Время течет, и поэтому вот эти вот вещи, как бы, да, была одна ситуация, стала другая какая-то ситуация и так далее. Но и первая ситуация в соответствии с тем, что в том мире существует, и эта ситуация в соответствии с тем, что в том мире существует. Да? Теперь мы можем не знать, по какой норме организована эта ситуация или эта. Но мы знаем, что она организована каким-то образом по норме неизменной. Да? И здесь. Поэтому мы не знаем, как соотносятся эти вещи, но нам это и не важно. Они же не меняются-то. Да? Ну, речь про одну и ту же. Ну, речь здесь про одну и ту же. Ну, смотри, что значит про одну и ту же? Вот когда мы стояли у доски после первого шага Володина, что мы обсуждали? Володя взял платоновскую схему. Платоновская схема изменилась с тех пор? Не изменилась. Точно. 2500 лет прошло. Кефир бы за это время точно испортился. Ну, там... А платоновская модель не испортилась. Ну, как идея. Ну, конечно. А то, что мы ее взяли, сейчас и реализовали. Это та же самая идея, что у Платона была? Не совсем. Хрен его знает.
Правда? А скажите, Платон придумал ту схему? Нет, она была. Ну, всегда была. Раз она не менялась, она всегда была. То есть он ее постиг. Он вспомнил. Вот смотрите, это трудно понять, это надо запомнить. Мне просто теперь вопрос субъекта, который вот, реализует уже норму, где он вообще Ну, мы теперь можем смотри. положить субъект? Если мы строго бы рассуждали, не отвлекались там и так далее, вот строго, вот только вот это вот имеет значение, да, вот то, что появилось на этой схеме. Поэтому и совершенно не важно, нет у норм или у идей, если мы их как бы все-таки вслед за Платоном туда помещаем, не важно, нет у них изобретателей, авторов и так далее. Они существуют. И это уже метафизичным такое рассказывание. Ну да. Тут методология так само решать бывает. Нет, нет. Просто мы решаем задачу. Мы с Володей решаем задачу. Нас интересует культура, да, и вот социальная деятельность, наша деятельность человеческая. Поэтому нас, как это, грубо говоря, не колышет. То есть это вопрос, откуда берется норма. Мы берем, да. Вот для того, чтобы понять нашу человеческую деятельность, нас не колышет сейчас, на этом этапе, да, откуда она там взялась. И более того, одна и та же норма у Платона и у Сташкевича. Ведь, смотрите, это ж я придумал, что Сташкевича слушают философы, которые знают про Платона. Да? Обязаны знать. Они могут не знать. И сам Сташкевич может не знать про Платона. Но на него снизошла идея. И, между прочим, вот когда вы начинаете это понимать, начинает очень, как это, становиться удобно жить. Да? Я, вот когда слушаю работягу с тракторного завода, там, не знаю, задуренного книжками Барковского, несуществующего тут, в этом мире, Дапутовича, да, я всегда слышу нормы. Нормы, идеи и так далее. И мне не важно, как Удович только сейчас придумал это, да, или там спер у кого-нибудь, Сартра там. И так далее. Мне не важно, я слышу идею. Живете в мире идей, да? Конечно, меня же обозвали агрессивными идеалистами, это правильно. Это правильно. Потому что все, вот где я живу, а я живу тут, где все меняется. Все течет, все меняется. Я точно знаю, что люди в этом мире не имеют собственных мнений, не имеют собственных идей. Они все в любой ситуации высказывают уже то, что было. Даже если я не смогу сразу опознать, у кого кто спер эту идею, даже если он ее ни у кого не спер, да, она ему из этого... В вашем мире нет мышления? А? Как мышление, оно получается. В вашем мире нет мышления? Обратите внимание, в схеме воспроизводства идей, трансляции Да, нет никакого, да. нет никакого мышления. Ну откуда там Это мышление? критический сеанс. Получается. То есть норма возникнуть не может. Ну, Норма возникнуть не может. Нет. В схеме, да. Вот Вот нет, они есть. Вот почему я говорила вначале про задачу и, ну, то есть каждая схема, несмотря на то, что она описывает весь мир, она ограничена. да. Ну, она ограничена для какой-то работы. И в этом смысле эта схема описывает весь мир, но она не описывает весь мир. Ну, в смысле, ее невозможно применить в любой ситуации, да? И она там, ну, как бы... Для некоторых ситуаций она не годится. То есть она описывает мир с одного ракурса. Ну, вот это, может быть, видели расцвеченного Штирлица, Ну, скажем. про которого там еще всякие издевательства там идут, да? Голубой Штирлиц, там, в оранжевом этом. Вот был черно-белое кино, да? Ну, хорошее кино, отличное кино. Мы даже можем увидеть там эсэсовцев в черных мундирах. А в какого цвета мундирах эти самые абверовцы? Ну, недостаточно черных. Понимаете?
И бессмысленно спрашивать про то, какого цвета там рубашка или платьице на этой самой радистке Кэт. Потому что в черно-белом варианте его нет. Но кино-то про все, про всю жизнь, тяжелую судьбу Штирлица, Мюллера, Пастора Шлага там, и так далее. Да? Там вся жизнь есть, но не без цвета. Так и здесь. Это схема про весь мир. Да. Но глупо спрашивать про цвет нормы. Или про интенсивность колебаний реализации. Не 5D, а 3D. 2 даже. 2D. Да. Еще про много чего глупо спрашивать. Ну, например, вот в этой схеме можно спросить, ага, так значит, ситуация 1 никак не связана с ситуацией 2? На что следует утвердительный ответ. Да. Они связаны только тем, что в изменяющемся мире они построены по тем или иным образцам и нормам. Да? Отлично. А всегда ли норма это норма? Ну, типа 220 вольт. А что еще может быть в этом мире, кроме вот такого рода? Ну, 220. Ну, всегда можно. Ну, то есть она может и не реализовываться, но транслироваться, вне зависимости от этого. Ну, то есть есть в этом мире нормы типа стандарты, да? Ну, Стандарты. 6 ампер и 220 вольт. Да? И 50 герц. Или 60, сколько там герц. Все. Вот как бы это застандартизовано, да? Вот такие нормы есть. Отлично. А если мы строим, например, хату? Вот пришли крестьяне на толоку, собрались и хату строят. Вот они туда проводку 220 вольт проводят. Если в 19 веке, то нет, правда? Отлично. А какие там стандарты для строительства хаты? Деревянные. Деревянные стандарты. С крышей, чтобы было. С дверью. Но у них есть образец или прототип. Да? С ганком. Яких померов повинен быть ганок? И сколько там повинен быть сходу? 3. Точно? Но никто не знает. И нет такого этого, да? Есть некий прототип, образец. По этому образцу мы строим хату. Поэтому любая белорусская хата будет подобная на іншую белорусскую хату. Придя анімпадистов распавядзе про белорусский стиль в этом свете. Да? Але ж собрались и чеченцы на толоку, и они построят саклю. И она будет неподобная на белорусскую хату. Так само уплыл нормы. Але ж это іншая норма, правда, чем 220 вольт. Тому мы кажем, ага, давайте перемалюем в эту схему. И тут есть у нас нормы, есть стандарты, есть прототипы, есть приклады, те образцы по-русски, да? Есть что еще? Эталоны, например, метр, да? Ну и так далее. И все вот это хозяйство, находится в отношении трансляции. И все это может реализовываться в разных ситуациях. И здесь они неизменны, а здесь они реализуются. И вот так устроен мир. а что это за штрих? Что это за штрих? Это означает, Тут другой набор. Это место для исследования. Может, еще где-нибудь нарисуем? ну, я не знаю, что это означает. Означает только как бы, здесь надо понимать, у нас нету здесь изменений. При этом те нормы, которые мы реализуем в ситуации 2,
могут отличаться от норм, которые реализуются в ситуации 1. Это другие. То есть это Другой набор. допущение. Нет, это не допущение. Это не допущение. Это схема укрупненная просто, да? То есть как Да. бы набор норм. То есть набор норм типа 1 и набор норм 2. Да. А да. транслируется Вот все. ну, как бы, да, комплекс, набор каких-то норм и так далее. Они никогда все целиком не реализуются. Я бы теперь спрашивал про ситуацию. А про ситуацию я тебе скажу тогда буквально следующее, что ситуация определяется той нормой, которая в ней реализуется. И чем мы отличаем одну ситуацию от другой? Тем, что применима в ней та или иная норма. Понимаете, вот решили вы построить дом на бетонном основании. Не надо заливать песок спиртом. Не надо. Что значит это стрелочка от ситуации 1 к ситуации 2? Вот это? Да. Она ничего не означает. Это был полуфабрикат, когда мы говорили, здесь время течет. А просто в течение времени. Течет время здесь, а там его нет. Здесь немножко понятно с трансляцией, в плане того, что почему это все-таки два объекта. Вот опять же, я возвращаюсь к вопросу этих рамок, вообще для чего эта схема. Да? Она, несмотря на то, что когда мы рисуем главное отношение это вот это, ну, вот это, да? То есть эти нормы реализуются. Но смысл схемы в пользовании, он состоит в том, что мы находимся всегда в ситуации. И от ситуации мы можем восстановить ту норму, по которой она строится. И в этом смысле вот этот мир, по большому счету, нам не интересен сам по себе. Он интересен только вот, в этом отношении. И все, что мы про него знаем, что это как это кладбище, в котором мы там бродили в прошлый раз, да? Это кладбище, которое существует в трансляции. То есть воспроизводится. А интересно нас представляет ситуация. Нет, воспроизводится это когда Не воспроизводится, а транслируется. транслируется, да? Ну, то есть, попавший туда, он там живет. А интерес для нас это отношение вот этого к этому. Ну, смысл, да, и отличие этого от этого. То есть, как бы, смысл построения схемы, он был отсюда. И поэтому, как бы, это некая характеристика мира, там, этого верхнего, да, который... В этом смысле не надо трансляцию и то, что там, в этом мире, да, рассматривать как через деятельность. призму изменений. Да, вы ставите вы там штрих, не ставите вы там штрих и так далее. Я не знаю, а почему тогда не сделали здесь такое облако норм просто, к которому апеллируют? Можно сделать облако, как бы, да, но тут графика уже принципиального значения не имеет. Важно понять эту вот систему отношений. Нет, я бы тоже сказала, что облако нельзя сделать, потому что если ты восстанавливаешь, на каких нормах, там, эталонах, образцах и так далее строится эта ситуация, то она строится на конкретных нормах. И они не совпадают, они только часть общей культуры, которая живет в трансляции. Поэтому там нет облака, там ведь важно, какие нормы. Транслируются все, а конкретная А ситуация конкретно реализуется какие-то конкретные, да. Ну, да. Просто, мне кажется, власть спрашивает, зачем так сложно схема выглядит, если... Она, по-моему, просто... Ну вот эти вот стрелки, они требуют как бы дополнительного вопрошания. Конечно, и вопрошание нужно, чтобы понимать, и потом юзать эту схему. Ну, в таком случае к этим стрелкам нужно дорисовать еще, то есть это стрелки не просто перехода от первого ко второму, да, а и дальше. И если ты дорисуешь вторую стрелку, то это значит, что это не в смысле, что та перешла сюда, Да, без конца и а края. без конца и края. И больше там не одна норма, а такая типа стопочка. Да, стопочка. Театральной реализации рисования. При этом, смотрите, я почему как бы согласился бы и с облаком, да? С облаком, если мы не делаем эту схему инструментом для чего-нибудь, там и облако сгодится. А для чего мы можем делать эту схему инструментом? Да, я скорее про инструментальный смысл Потому схемы. что вот ситуации могут быть разные, а мы самоопределяемся в ситуации. Что значит самоопределяться в ситуации? Это значит восстановить прототипы, образцы и так далее, да, которые ее задают.
И в этом смысле, вот понимаете, наша аналитика, да, 20 лет, сколько уже, 22 года, аналитической работы, которой я занимаюсь в Беларуси. В каждый конкретный момент времени, ну, в каждой конкретной ситуации, ко мне есть масса претензий. Блин, ты неправда говоришь, а может быть другое мнение там и так далее. Да? Но 20 лет, в общем-то, я занимаюсь аналитической работой и, как правило, очень точно понимаю, что происходит. И строю как бы свои действия и так далее. Почему? Потому что я, ориентируясь в ситуации, восстанавливаю систему норм, которые эту ситуацию задают. И тогда я говорю, ага, если нормы, которыми руководствуются, например, Лукашенко или режим, не претерпели изменений, значит, ситуация та же самая, что была и раньше. И значит, я могу как бы ее таким образом. Если я обнаруживаю, что юзается другая норма, я говорю, ситуация изменилась. И надо определяться в этой ситуации, опять восстановить ту норму, по которой эта ситуация задана. И тогда я понимаю, например, что есть люди, для которых ситуация она привязана к моим обстоятельствам там, или к каким-нибудь другим обстоятельствам субъекта. Есть люди, которые до сих пор живут в Советском Союзе. Они строят свою деятельность, относятся к тому, что происходит. Вот когда ты там рисовал, это уже дальнейший шаг к употреблению этой схемы. Когда мы начинаем разбираться с ситуацией, мы должны понимать, что в этой ситуации есть люди, которые руководствуются другими нормами. Почему нормы в этом смысле уже нужно выделять из облака? Да? Их нужно разделять. Когда вы приезжаете, например, в несколько городов европейских, где другие стандарты электричества, розетки другие, да? Вы не можете со своим стандартом сунуться. Или как в Москве, в Ленинграде долгое время были районы, в которых не было 220 электричества, было 128. Дурь, но тем не менее. Или телевизор включаете, а там вместо СК пал стандарт. Другая норма. Поэтому вот это вот интимное отношение между нормой и реализацией, социальной реализацией, нужно понимать. Но как нормы, облако, там, хрен знает сколько норм. Охренительное количество, культура человечества накопила там образцов, прототипов, там, хрен знает сколько. Так и в ситуации. В ситуации, в которой мы самоопределяемся и организуемся. Мы можем делать себя центром ситуации. Вот как меня часто упрекают. Ты, это самое, настолько центропупист, что вокруг тебя должен весь мир вертеться. Я говорю, постойте, весь мир не должен вокруг меня вертеться. Весь мир организован по какой-то норме. Зная норму, проникнув в норму, да, я понимаю, что здесь происходит. Я ориентируюсь в этой ситуации. Но если это большая ситуация, то я понимаю, что в ней вместе со мной находятся люди, которые иными нормами руководствуются. Я должен восстанавливать и одни нормы, и другие. То, что я для себя считаю нормами, да, не факт, что другие считают их нормами. Но я могу понять их, разобраться с ними только тогда, когда я понимаю, какими нормами они руководствуются. Я, если этого не понимаю, то и думаю, что они руководствуются теми же нормами, что и я пролет. То есть сфера применения этой схемы в основном аналитика, то есть и понимание ситуации. Не только. Но в основном, да, она имеет аналитически объяснительную, назначение, функцию. По ней нельзя, вот когда начинают это самое, к ней критики очень много на самом деле. Вот одна из критик состоит в том, что она не объясняет, откуда берутся идеи новые, да? Что там происходят какие-то инновации, изменения. Ну, конечно, не объясняет, она не для этого предназначена. Поэтому мышления там нет. Или там есть мышление, но уж мышлением условно называется там то, что выше черты. Ну, условно,
Потому что это не все мышление. А что здесь, ориентируясь и анализируя ситуацию, я не мыслю? Мыслю. Поэтому схема, она достаточно точно и называется. Схема трансляции культуры и воспроизводства деятельности. Что значит воспроизводство деятельности? Деятельность, то, что и транслируется, и воспроизводится. Культуру, мы условно можем считать вот выше, да, то, что покоится, и относиться к этому таким образом. Но когда спектакль играется, Шекспир написал пьесу, Станиславский задал принципы театра, и он ставится, эта пьеса ставится. Это культура или не культура? В данном случае это деятельность, культура как деятельность, да? И тогда да. А что происходит с нормами, которые не реализуются? И тогда условное название культуры – это то, что лежит выше этой черты, только в том случае, что мы живем в ситуациях, где невозможно реализовать все нормы. Ну нельзя. В чем как бы наша критика мультикультурализма европейского? Да? Они идиоты думают, что в одной ситуации можно все нормы реализовать. А что значит ситуация? Ну, например, город Копенгаген, да, там заходишь в район, там может быть район арабской культуры, где живут индусы или китайцы. И каждый раз ты попадаешь в какую-то новую ситуацию. И тогда, Да. что такое ситуация? Ну, то есть, смотря как посмотреть, это как район или как город. Подожди, ну тогда да. Но тогда что такое город? В ситуации, если каждая культура организует свой район, и что их объединяет в город? Типа, может, это уже не город или в чем вопрос? Неизвестно. А неизвестно. Да. Может, это просто рядом лежащие ситуации, которые никак не связаны. Если же они как-то связаны, то значит это некая норма, которая налагает определенные ограничения или там чего-то на вот эти вот внутренние эти самые. Ну, то есть это... Так, а город у нас это одна норма или это набор норм? Ну вот, когда мы делаем экскурсы в урбанистику, да, мы не торопимся отвечать на такие вопросы. Потому что христиане в Копенгагене может оказаться самостоятельным городом, который просто делит физическое пространство. Почему я спрашивал, там природа есть в этом? Ну, конечно, есть. А каким-то образом. Но это город в городе. Да? И они не хотят вступать в отношения с другими. Или там, не знаю, мусульманский квартал, например, там где-нибудь в другой части Копенгагена, или еще что-то такое, да? Если они не участвуют в политической жизни, там еще что-нибудь. Как не зря же в Америке там нету мусульманских этих самых кварталов, там есть чайнатауны зато, да? В чайнатаунах люди поколениями жили, не уча английский язык. Он им не нужен был. Первый чайнатаун, по-моему, в Ванкувере или в Торонто возник, в Канаде, да? Вот тут до сих пор, до последнего времени существовал, как до последнего, до 60-х, по-моему, годов. Абсолютно как китайский анклав, да? Не участвующий никак в жизни Канады, только торговля какая-то, им там нужны были какие-то вещи, и то они старались все из Китая возить. Брайтон-Бич. Говорят, я не был никогда, но говорят, туда приезжают евреи из Одессы, и в гробу не видали этих англичан. Американцы. Ой, американцев. И англичан. У них магазинчик, в нем докторская колбаса, московская водка, огурцы соленые. И все, что нужно как бы для жизни. Отлично. А дети в школу пошли? Вот пошли дети в школу, и у них нету школы своей. Да? Школа общая. Пропал мультикультурализм. Нет, там проблемы возникают. Сосуществование норм. Например, приходят мусульмане и требуют от этого самого губернатора Квебека, или как он там называется? Нет, свинину исключите школьных столовых. Мы же мусульмане, нам свинину нельзя.
Вот пока они живут в своем квартале, живите сколько хотите по своим нормам. Это ваша ситуация. Потом ситуация разрывается. Другая ситуация возникает. Другая ситуация, где школьники из мусульманского квартала идут в англоязычную школу, где учатся индусы, христиане, иудеи там, и так далее. Да? По какой норме там надо? По какой норме там надо организовывать школьную столовую? У французов это была с хиджабами, да, эта ситуация? У итальянцев с распятием У итальянцев с распятием в классах. в классах. Понимаете, мечта о мультикультурализме – это одно. А вот жизнь ставит проблемы постоянно. Тут же получается, что есть какие-то принципиальные моменты. Ну, в смысле, что в любом случае нормы жизнедеятельности, они подобны, да? Но есть какие-то ограничения. Ну, то есть можно просто организовать две зоны в столовой, там, вегетарианскую, не вегетарианскую, там, со Ну, свининой, понимаешь, без вот для того, чтобы организовать две зоны, нужно, чтобы существовала норма соорганизации этих двух культур. Да? Ну, как возможности сосуществования. Потому что далеко не все культуры, допустим, могут просто находиться рядом друг с другом. Потому что одни культуры, ну, предполагают, например, ну, возможность, там, что за соседним столом едят свинину, а другие не предполагают. Ну, они просто решают этот вопрос, эту проблему И- через рамку. Нет, я сейчас про то, что для того, чтобы это был город с разными культурами, должна быть такая норма города, которая, ну, способна это объединить. Да. А если ее нету, то ничего не работает. Или она такая, что она не объединяет это. Так концепция европейского мультикультурализма, она жиждется на тем, что можно все нормы в одном месте реализовывать, или это концепция всех как раз таки пошукового существования? Это мечта. Вот это мечта о пошуках суиснований. Да? Которая пока не найдена. А вопрос состоит в следующем, что это ведь само по себе норма. Ну, Знаешь? да, сосуществование – это норма. Это такая идея, и она нормативная идея. Типа, надо сосуществовать. Это вот был спор, ну, мой с Марковским на конференции, когда он говорит, как бы это, как это, общество диссенсуса, да, это такое прекрасное, оно никого не принуждает, и единственное, что нам нужно принять, то, что мы все, ну, как бы, члены одного общества. Но это ведь тоже нужно принять. Ну да. И это тоже, ну, как бы, ценность, норма, и, ну, что-то, что, в общем, И вот ты- далеко не обязательно принимать. И ты оказываешься в ситуации, например, когда человек не разделяет этой нормы диссенсуса и мультикультурализма. Ну, это да, понятно. А ты разделяешь норму, что его нормы так же важны, как и твои. И ты оказываешься, ну, грубо говоря, в слабой позиции. Ну, то есть... В принципе, о чем говорят в Евросоюзе, они говорят, реализуйте свою культуру сколько хотите, только вот в рамках права человека не нарушайте какой-то концепт. Да некоторые просто клали на рамку. Никаких прав человека не существует. Это норма, да. И ее нужно признать и принять. И для того, чтобы ее признали и приняли те, кто ее не принимает, необходимо насилие. Ну да, либо отгородиться просто. То есть нарушение собственной нормы, Да, сопряженной нарушение с нормами собственной прав нормы прав человека. человека. Я, исповедуя норму прав человека, должна ограничить права того человека, который не разделяет мою норму. Представляешь себе вот ужас? Ужас, ну как это, доведение до реализации нормы уважения прав человека. Всегда это беспомощность. Да. Ну, это же как было какая-то, да, то есть у нас цивилизация, мы предлагаем вам разделить, ну, как это, у себя в Нет, стране. ну там не было проблем, потому что там все строилось не на том, что не на норме права человека, не на ценности прав человека, а на том, что то, что мы несем, это хорошо. Ну, как бы другие страны тоже там взяли на себя эти обязательства, там имплементировали, да, национальное законодательство. Вообще-то, в мире есть несколько концепций прав человека. Есть африканские права человека, есть там, ну, Понятно, Мы еще с это одним не ограничено. разобрались, зачем? Ты говоришь про ограничения, да, там. Нет, сейчас, давайте только это самое. Мы сейчас не урбанистикой занимаемся, раз, мы не занимаемся правозащитой. Мы только Нет, что это просто про построили возможность схему. реализации нескольких норм в одном пространстве. Да, и нам надо исследовать схему.
И вот в этом исследовании схемы мы должны себе зафиксировать несколько вещей. Ага, мы на этой схеме что можем обсуждать? Мы можем обсуждать деятельность. Да? И когда кто-то говорит деятельность, или, например, записывают слова «деятельность – это», мы говорим, фигня это все. Деятельность – это то, что изображается вот на этой схеме. Да? Отлично. Деятельность. Культуру. Мы можем обсуждать культуру на этой схеме? Да. Отлично. Мы можем обсуждать на этой схеме такие отношения, как трансляция, реализация, да? И воспроизводство. 3 минимум процесса. Дальше. Мы можем обсуждать на этой схеме, ну, например, такое понятие, такую категорию, как ситуация. И это вот последний момент, который мне хотелось бы на сегодняшний день зафиксировать. Что такое ситуация? Результат реализации норм. Ситуация – это то, что возникает в меняющемся, текучем социальном мире в соответствии с нормировкой. Да? Вот если есть норма, которая задает ситуацию, мы имеем ситуацию. Если нет нормы, нет ситуации. Ну или мы не знаем. Мы ее не можем описать, да. Мы не можем. Так, у нас нет средств описания ситуации. Я имею в виду, ну, если, например, принято решение основать город, я не знаю, ну, любое, да, и мы апеллируем для этого к нормам. Ну, то есть здесь первичным кажется ситуация. Ну, смотри, с городом тут все не очень просто. Ну, стул, хорошо, сделать стул, и мы, как бы, ну, чтобы полегче пример был, начинаем апеллировать к нормам, ну, вот построить университет, да, мы думаем, что такое университет. Да. Мы начинаем апеллировать к разного рода нормам, да, и перебираем эти нормы. Да. И мы можем, как бы, скажем, остановиться на одной норме. Мы, когда думаем про университет, мы обнаруживаем, что есть идея университета, есть энное количество стандартов университета, есть там несколько норм университета. Есть образцы, Есть ненормированные, но образцовые. И все это у нас есть. А ситуация? Так я про то, что здесь первично получается, ну, идея этого университета живет, там, транслируется. Да, Там всё транслируется. да, там Здесь, все есть. Ну, как бы вот эта воля, которая там была приложена для там построить, ну, установления университета в Беларуси, она как бы Город откуда это взялась? вообще схема. Ну, то есть, что первично была норма Ситуация. Ты сначала себя найди в, ну, как бы на схеме, а только потом уже, ну, самоопределись сначала, а потом уже как бы рассуждение выстраивать. А то ты когда начинаешь там, вот, мы берем, решаем, то есть мы находимся в ситуации сначала. Ну, Владимир просто говорит, что вот есть норма, и она как бы реализуется, вспышка. То есть вспышка происходит, да? Но я имею в виду, с чего вдруг она, ну, есть же множество норм, почему Вот они... я пыталась про это самое. Стрелочка идет сверху вниз, но размышлять ты можешь только снизу вверх. Мы-то здесь. Нету такого, существует некая норма, ну, в смысле, нет никакой ситуации, существует норма, происходит вспышка, она реализуется. Нет, ты всегда обнаруживаешь себя в ситуации. И ситуация всегда уже задана определенной нормой. Ну как задано? Ну, в смысле, может быть описана Да. через Мы ее представление, описываем. да. Но описываем ситуацию во вполне измеримых Да. и этих самых познаваемых, изменяющихся вещах. И, например, мы можем границы ситуации. опознавать какую-то норму или, допустим, опознавать и говорить, о, черт, тут реализуется какая-то хрень, ну, вот, в ситуации, в которой мы себя находим, реализуется там стандарт университета, плохо реализуется плохой стандарт университета, вот назовем так. И я обнаруживаю эту ситуацию. То есть она уже есть. Это нет никаких вспышек на То самом есть деле. ситуация это я и мои обстоятельства. Это немножко из другой сферы. Ну, нет, ну тоже можно как бы и с Можно, этого да. начинать, обнаруживать себя в этих обстоятельствах. Да? Вот я прихожу, например, в университет, и мне говорят, что а тебе нельзя вот на эту лекцию идти. Странная вещь, думаю, нельзя, это ведь апелляция к какой-то норме, да? Я ищу в идее университета, которую как бы мне известна. Да? Ну, что может запретить мне там прийти на какую-то лекцию? Или наоборот, я и лекцию читаю, или слушаю там, и так далее, мне говорят, в университете тебе нельзя вступать в молодой фронт, например. Да. Я пытаюсь найти в
нормы университета. Почему? Не нахожу. Тогда что я говорю? Я начинаю... А? Это Говорю, не о, блин, вот был университет, так это оказывается совсем другая ситуация. Да? Ничего не изменилось. Я как был в этом здании, так и остался в этом здании. Да? Но натолкнувшись на некую нормативную фигню, я обнаружил себя в другой ситуации. Теперь я обнаружу, и эта ситуация для меня не ясна. Я начинаю ее анализировать. Ну, как я ее могу анализировать? Апеллирую к образцам, нормам каким-то и так далее. Да? Или просто спрашиваю, ага, так это, блин, тут действует не эта норма, тогда расскажите мне, какая. И когда я понимаю, что люди не к комплексу норм апеллируют, да, а социономными какими-то вещами, да, то есть они из ситуации берут запреты, например. Говорит, так, блин, вы попали в некультурную ситуацию, в базокультурную ситуацию. И Ну, вы же очень понимаете. многие люди живут базокультурой. Да, это вне культурной ситуации. А вот на схеме А как это такое может быть вот с этой схемой-то? Ну, это невозможно. А вот можно уточнить, да, вот. Почему Ну, невозможно? так как можно с Не помощью этой культурная. схемы обнаружить позакультурную ситуацию? Вот Это таким значит, образом. что плохо отпечатанная норма. Прерыванием отношений, трансляции и реализации. А если это другая какая-то норма? Ну тогда как бы ситуация задана только реализацией нормы. Ну, то есть эта схема просто не позволит. Если вы говорите, это схема для аналитиков. Все существующее разумно. Чтобы применяя эту схему, просто невозможно обнаружить ситуацию, которая вот так. Почему? Ну вот, ладно, университет. Я тут пару дней назад был в ситуации. Да? Ситуация называется суд. Там судом не пахнет. И невозможно восстановить никакую норму, которая бы описала эту ситуацию. Она легко восстанавливается. Тоже мне, блин, невозможно. Я же понимаю, что там происходит. Более того, я хозяин ситуации. Я управляю этой ситуацией. Именно поэтому, да. Потому что я понимаешь, знаю норму. Но моя принципиальная позиция состоит в следующем. Это не культурная ситуация. Это не суд. И то, что вы делаете, определяется отношениями не позиций, да, а человеческих тел, наполняющих эту позицию. Не, ну не И культурность, судья в данном ведет случае. себя не как судья, Владимир мент ведет Владимирович. себя не как мент. Но некультурность в данном случае это несоответствие шильды наполнению Ну да, норме. да, конечно. И да, и тогда Вообще, она не какой-либо будет. Моя не характеристика да. этой ситуации как некультурной, она принципиальная, она тоже нормирована. Я не могу признать это культурной ситуацией. Если я это признаю, ну да, я тогда должен смириться с Вести этим, себя соответственно себя вести. А правильно я понимаю, что вот это вот название ситуации некультурной, это как бы собственное отношение к ней? То есть можно же ее как бы и назвать культурной, и тогда просто признать, что это реализация какой-либо из возможных норм. Конечно. А если ты не признаешь, ты говоришь, Конечно. что С другой стороны, тогда возникает, что мы ведаем, у яких контекстах какие нормы, в принципе, приняты. Нет, вот Теперь смотрите, смотрите еще. у этой ситуации ведь есть имя. Вот если бы у нее не было имени, суд, Ну, значит, мы видим, что в этой ситуации конкретно нормы и если у нее есть реализованы. имя, значит она должна апеллировать к определенной норме суда. Есть, как это говорят, верховенство закона, да? А? Вот там все прописано, понимаете? Ну, а как же этот, вот, ну, типа, здравствует советский суд, самый справедливый суд? Ну, то есть, это разве не норма, вот, как бы, белорусского суда, Нет. которая воспроизводится... Нет, Нет, это ну, не норма это- белорусского суда. Потому что, вот смотрите, опять же, схема это позволяет, да? Ситуации, которые вот, нормированы определенным образом, да, они имеют собственную жизнь. И там текут какие-то процессы внутри ситуации. И они могут не соотноситься с нормами. Они имеют природу, ситуативную природу. Или, как мы их называем, социономная ситуация. То есть они нормированы, номос, да? Закон их организации не в культуре, а вот в толкотне всех элементов, которые там происходят.
какой-то, Она здесь, она есть. Я же почему говорю, надо исследовать вот эти штуки, да? И очень многие социальные явления, почему они подлежат исследованию, как бы, да? Многие социальные явления есть явления спонтанного порядка, складывающегося уже в ситуации. Вы знаете, как, например? спонтанного только с точки зрения этой схемы. Да и по жизни спонтанно. Вот, если они же фундированы некой волей, как бы субъектов участвующих. Правильно разумеешь, что спонтанное, значит, что ну, реализация нормы здійсняється якби не рефлексивно, а это типа по ходу. Если отбылось, Ребята, Давайте говорить, что там нет нормы. То есть они действуют как бы произвольно, по сути. Они могут действовать. Ведь смотрите, вот когда мы начинали говорить и отличать рассуждения Сташкевича, вводящего схему, от Платона, да? По Платону не различается социальное, природное там, и так далее. Да? Но мы-то отличаем. Вот скажите, пожалуйста, имеет ли значение пол судьи? Ну, то есть позиции не имеет, а на практике Для разумеется. культурной ситуации, для нормы реализации суда есть позиция судьи, и она от пола никак не зависит. На практике там женщина может синтезировать, женщина, мать. я думаю, это половина. Я тоже первый раз слышу пол судьи, в смысле половина. Нижняя или верхняя? Как водитель, имеет значение водить, пол водителя. Понимаете, но в жизни-то оно имеет значение. Да. Конечно, имеет. Даже кто судья. Никуда не денешься, да. Так в норме может быть задана такая спонтанность. Ну, то есть, например, суд присяжных, да, то есть норма допускает то, что... Но это норма. Ну да, то есть то, что реализация нормы. в чем плохая? Ну, если там зависит от пола и кто судья. Нет, а там, когда вот суд Я присяжных, тоже ведь он что нет. делает? А? Он, во-первых, вводит норму, которая не кодифицирована, да, а связана с целым рядом социономных таких вещей. Поэтому процедура отбора присяжных, она ведь не произвольна. Да? Они отбираются, в общем, как это, по выборке из генеральной совокупности. И при этом с определенными качествами этих судей, членов суда присяжных. А вы кого туда не посадишь? Ну, плюс можно менять еще. Конечно. Ну, то есть, как полностью. Но если там должна быть женщина представлена, там домохозяйка, да, то поменять ее нельзя, например, на безработного негра. Женщины-домохозяйки и безработные негры могут быть одним и тем же человеком. Ну, смысл вы поняли. Так тут атрымовуецца, што трэба стримировать себе в ожидании настолько эту схему там, наполнить, как она реально там описывала все. То фактично... Нет, не все. Евген, эта схема описывает культуру и пространство социальных реализаций. И она же является базовой моделью для понятия деятельности. Она деятельность описывает. Она как бы апеллирует к тому, что деятельность нормосообразна. Да. И в этом смысле, вот как бы Сергей Наумов, да, после первой же игры деятельностной, он возбухнул. Потому что он обнаружил, что, например, деятельностную игру нельзя построить по схеме воспроизводства деятельности, трансляции культуры. Там еще как есть компонент жизни, который не описывается этой схемой. Но смотрите, что значит не описывается этой схемой? А это значит, что для жизни есть место вот здесь. Вот там жизнь кипит. Да? Кипит, но как кипит. Вот она интерес представляет ситуации и так далее. Там много чего есть такого, что не зависит от нормы. Поэтому судья может, там, не знаю, своим бюстом поразить преступника, осуждаемого. И он раскается. Да, и он раскается. Ну и так далее, да? Элемент жизни нельзя исключать из этих вещей. Наумов возбух и стал строить схему жизнедеятельности. Ну и так далее, да? Но не
место этому там есть, оно внутри ситуации. Точно так же, когда город строите, да? Вот норма города зависит от того, мы делаем его на горе или на пересечении рек. Город и город, а вот эти же вещи, они все равно есть и учитываются, правда? Ну, конечно. Поэтому эта схема делит мир на две части. И вот то, что мы, как это, не схематизируем и в модель не входит, оно все равно там есть, и ему есть место, локализация. Как точно так же это самое, как одежда актеров, играющих в кино в Штирлице, да? Черно-белая съемка, поэтому там требование на одежду состоит не в том, что они должны быть там выверенные в цветах, как бы, да? А главное, чтобы там ряби не было на пленке там и так далее, да? Но цвета нет. Слушайте, это же, ну, есть еще некоторые усложнения этой схемы, да, там, где культура текст, нумеровщик. Нет, ну там усложнять ее можно до бесконечности, как бы, как ее пользовать. Вот эта схема, как вот мы рисовали ее, да, начиная рассуждать как метафизики, онтологи, методологи, строящие онтологические схемы. Это схема онтологическая. Вот так мы говорим, такова картина деятельностного, социального, культурного мира. Да? Мы оставляем за пределами или там, за скобками все то, что происходит там. На чем разворачивается социальная ситуация, да? Социальная деятельностная ситуация. Отлично. А теперь мы можем начинать юзать ее в оргдеятельностном плане. И, перенеся ее на оргдеятельностную доску, что мы можем с этим делать? Мы можем двигаться по стрелочкам, которые есть. А где нету стрелочек, там не можем двигаться. А соответственно, когда мы по стрелочкам двигаемся, мы тогда говорим, ага, скажем, некие нормы записаны в Талмуде. Знаете талмудистскую традицию? Есть вот Талмуд или даже там, не Талмуд, а Тора, да? Свиток Торы. Но он же написан, это же вечная книга, но он же написан на портящемся материале. Надо цифровать. Это 2000 лет назад приходит Сташкевич и предлагает раввинам оцифровать Талмуд, да? Тору. Хорошее дело. Ну, они, в общем, ее оцифровали, честно говоря. В смысле, оцифровали читать. Ну, то есть цифрование заменялось чтением постоянно. Не только. А переписывание. Ну, и переписывание, Ну, да. кстати, блин, ведь он правду сказал. Что-то в этом есть. То есть она ведь как бы хранится не на бумаге, она хранится в воспроизведении, ну, постоянном воспроизведении. И не только читаемо, но переписываемо. Да? А при переписке не избежать ошибок. А что же это за херня тогда, если в Торе будут ошибки? И переписчики, массагеты, или массареты, не помню, надо посмотреть, они придумали кабалу для этого. Да? И знаете, как они там поступают? Вот, чтобы не было ошибок, да? Они несколько раз пересчитывают. Не перечитывают, а пересчитывают. Цифровое соответствие. Да. И они знают, например, что если посчитать количество букв в Торе, да, то ровно средняя буква будет такая-то. Они знают. Какая должна быть буква на таком-то строчке там, и так далее. Да? И вот это вот пересчитывание, и сзади наперед пересчитать, сколько букв должно быть, и спереди назад. Потом досчитать до середины, обнаружить, что О, та самая буква в середине текста, где и должна быть, и считать от середины вперед, от середины назад. И вот, да, и вот тестировщик, да, и из этого тестирования выросла кабала и каббалистика вся. На переписывание Торы. А каббалистика это и есть цифровой способ вот это вот, другой, правда, оцифровки. Да? Ну, забавно, конечно, но тем не менее, вот как бы, да. Но смотрите, что это такое? Это обеспечение трансляции неизменно. То есть переписывание Талмуда — это трансляция
трансляция? Нет, Вот то. выписывание. Ну, это же Это ты спрашивал про культуртехнику там и так далее. Да? Вот в организации такого рода вещей возникает культуртехника. То есть надо, чтобы текст Торы не менялся. То есть надо исключить ошибки. Да? И так далее. Ритуализуется деятельность, нормируется со страшной силой. Там, и так далее. Да? ну, то есть, что, здесь будет лежать методика, а здесь непосредственно переписывание? Да. Например. Вот. Потом, значит, должны быть какие-то соответствующие механизмы построенной реализации. Да? Вот мы знаем, что, скажем, есть такая норма разделения властей. Но она может быть по-разному реализована в Англии, в Америке, там, в Германии, во Франции и так далее. Да? Поэтому теория реализации как без искажений реализована. Мы, с одной стороны, знаем, что искажения неизбежны. С другой стороны, мы знаем, что материальные основы социальных ситуаций, в которых реализуются те или иные нормы, никогда не бывают одинаковыми. А значит, надо приспособить неизменную вечную норму к условиям ситуации. Ну и так далее. Но это из разряда, как сохранить норму, как метр сохранить, да? Вот. Да, примерно так. Что-то я устал. Вопросы, реплики, У меня замечания. вопрос есть. Почему схема называется воспроизводство деятельности и трансляция культуры? Потому что, по сути, воспроизводится у нас норма и реализуется норма. То есть деятельностью называется эта ситуация, а культурой сочетание нормы с ситуацией. Ну смотри, мы методологи, как и все приличные люди, мыслим понятиями и категориями, не головой, там, не еще чем-то. Мы мыслим понятиями и категориями. Но мы задаем сложные понятия и категории не формально-логически, через определение, а через схему. Со времен Канта так повелось, что сложные понятия и категории задаются схемами, то есть целым комплексом связей, отношений там, и так далее. Да? И вот когда методологам понадобилось не просто идея деятельности, а они уже перешли в разработке деятельностного подхода к тому, чтобы каким-то образом понятием деятельности оперировать для того, чтобы разбираться с другими вещами. Ведь для чего им нужна была деятельность? Для того, чтобы разобраться с мышлением. Они строили программы исследования мышления как деятельность. Строили, потом уперлись в то, что про деятельность не знаем, что это такое. Определить деятельность, так как это делал Леонтьев, там, например, Алексей Николаевич или еще кто-нибудь, да, определить, раз и навсегда записать в словарь, в учебник, это не тот путь, по которому мы могли пойти методологи. Нам нужно понятие деятельности. Современное понятие строится как схема, со всей сетью системных связей и отношений, которые для этого придуманы, характерны и так далее. И вот так вот, когда они озаботились понятием деятельности, начали выстраивать схему таким образом, примерно. Она задавала понятие деятельности. А то, что в ядре понятия деятельности оказалась норма И ситуация. и ситуация, вот таким образом построена. Это тогда уже подходная характеристика. Но так подход наш устроен. Мы так подходим к миру. С чего, собственно, Владимир начинал. Раздельный мир на две части. Неравный и не похожий друг на друга. Произвольным образом. Произвольным образом. Ну, Неизвестно. Он думал, что произвольным образом. На самом деле он реализовал норму. Так что, вопросы, реплики, замечания еще? А как мы дальше двигаемся? Схемы кончились? Но если схемы кончились, то у нас есть рамочные ядерные конструкции. Я, честно говоря, забыл про схему, что мы эту схему не выводили.
не помню все семинары. Я уже тут сегодня думал, что мы сходу начнем работать с рамочной ядерной конструкцией. Так, а может задать какие-то на это понятия, с которыми поработать, подумать дома? Ну давайте. Давайте. Чтобы работать предмет. Значит, права человека и культура. Две категории. С этими двумя категориями работают Светлана Примакович и Владимир Сташкевич. Права человека и культуры. Да. То есть это отдельная категория права человека. Две категории. Две категории. У тебя есть два места. Рамка и ядро. Нужно один раз поместить одно понятие в рамку, а другое в ядро, а потом поменять их местами. Ага, ока. Вторая пара категорий – знание и история. Тогда Леонид и Иван. Вам эта парочка. И еще какую-нибудь штуку. Возьмем категорию игра. И польза. Георгием. Задачу не держите. Ну вот, Татьяна сказала, нет? Да? Поместить одного. Нет, мы будем разбирать ядерно-рамочные конструкции. Да? У вас есть два понятия, две категории. Вы одну категорию берете в качестве ядра, другую в качестве рамки. А менять не надо? А